Друзья, у меня, как всегда, закончилась память. Но чуть-чуть я для вас поснимаю центр. Смотрите, как красиво. Здесь парк. Буду почаще выбираться из дома и снимать вот эту красоту. Может, утром было больше людей, я не знаю. Я, как патриот своего народа и как мусульманин, не хочу, чтобы чеченский народ продолжали обманывать. Чечня должна твердо встать на мирный путь развития. Да, Алмукла. Ахмад Хаджи Кадыров. Да, это было визанбил. ويتدي شدق بيخ الوداء إن إرسي بوش آمين. Пусть восторжествует справедливость. Аминь. Памяти воинов чеченского конного полка Кавказской туземной конной дивизии 1914 год, 1918. Дал я что, дал векова был, дал елсмани хайши был, замрел. Памяти наших воинов. Да, елсмани хайши был. Ваши души в раю, да. Грозненский район. Урус-Мартановский район. Сунжинский район. Да, Яшла Массана, да, Алгазов Побл, да, Замдейл. Я просто в шоке. Я даже не знала, что здесь есть такой памятник. Педенский район, Итун-Калинский район, Шелковской район. Грозный.
Да, разов обалдеть. Да, обалдеть. Да, обалдеть. Это был, конечно, уникальный человек. Абсолютно целостный, порядочный и в высшей степени мужественный. Никогда для себя ничего не выговаривал. Всегда, когда бы мы с ним не встречались и о чем бы ни говорили, все сводилось к интересам чеченского народа. И, конечно, не может не вызвать уважения народ, у которого есть такие сыновья. Путин. Да, разов обалдел, да, на Ханчер. Ахмед Хаджи Насира. Да, уехал дальше. После войны я помнила, что есть вот такой памятник. Раньше тут недалеко была остановка. Много-много лет я сюда не приходила. А сегодня я рада, что я узнала про эту ярмарку, что зашла сюда. Мы с вами вместе прошлись. В центре города Грозного такая память. Это, конечно, очень тяжело, но надо помнить, ради чего люди погибали, ради чего умирали лучшие сыны нашего Отечества. Мы не должны забывать, благодаря кому мы сейчас живем в мирное время, в спокойном, красивом, восстановленном городе Грозном. Бересхы. Рамзан Ахматович Кадыров – достойный продолжатель дела своего отца. Он любит и почитает свой народ. Наши предки всегда защищали Россию и свой народ, и мы защитим. Другой родины, другого отечества у нас нет. Рамзан Ахматович Кадыров. Это правда. Кто-то мечтает уехать за границу, кто-то мечтает жить где-то далеко, а я просто люблю свою родину, свой родной край. Сегодняшний ролик очень необычный будет. Наверное, будет несколько частей. Ахмат Хаджи Кадыров – человек, который очень много сделал для чеченского народа, благодаря которому прекратилась война. Он отдал свою жизнь ради Чечни и ради России. Этого мужественного, смелого человека мы будем помнить всегда. Аминь. Что-то интересное. Центр города Грозный. Дальше
Польши, по-моему, знаменитая улица зонтиков. Я единственная, кто там не ходила. Здесь идут ремонтные работы. Туда я не пойду. Сейчас перейду дорогу. Смотрите. И так все красиво. Будет еще лучше и еще красивее дома. Единственное, что жалко, что мало сохранилось старинных зданий. Очень жалко. Ну что делать? Сегодняшними роликами, я думаю, вы будете довольны, друзья. Выложу на оба канала. Очень красиво. Просто благодать. Машаллах. Города Грозного водоканала. Вот такими закрыли материалами. И реконструкция идет полным ходом. Все любят новостройки, друзья. А я люблю старинные квартиры, высокие сталинки. Мне бы хотелось поехать в Петербург, пройтись по коммуналкам Питера, по парадным. Во Владикавказе и в Ростове тоже остались старые дома, старинные. Ну и во Владикавказе я давно не была. Что говорить об этом, если я в центр города вышла впервые за несколько лет и увидела столько красоты. Такое ощущение, как будто я поехала в путешествие в новый город. Посмотрите, какое небо. Хорошо, что эти высотки вписываются. Так, машин нету. Пользуясь случаем, пройдем. Иду по дороге, как по бульвару, пользуясь тем, что мало машин. Видимо, где-то перекрыли. Красиво же. Надо перейти. Какие-то маленькие магазинчики. Вот с этой стороны покажу. Старый дворик в центре города. Сейчас куплю, что нужно домой. И поеду на 111 маршрутке домой. На Беркуте сейчас будет толпа. А отсюда наша маршрутка едет напрямую на РТС до Ипподромного. В общем, и красивый город Грозный показала, и ремонт его увидели. А вот и 111. Но мы не торопимся, он часто ездит.
магазин продуктовый. Девочки, идем дальше. Вот. И отсюда видны лесочки. Купила булку белого хлеба и купила булку черного хлеба, заварной называется. Булочки дома были, пироженки дома были, поэтому не стала ничего лишнего брать. Вот там тоже какая-то стройка. Салон красоты. Игрушечки. Витрины все пыльные, потому что кругом стройка и ремонт. Сувениры. Обычная старая пятиэтажка. Здесь живет одна бабушка. Давно я ее не навещала. Но сегодня уже не пойду. Посмотрите. Вот это мощь, да? Тут еще 2 часа можно ходить и снимать, друзья. Но столько памяти у меня нету. Час освобождала, забила. Все, потом по чуть-чуть еще освобождаю, снимаю. Вечером будет много роликов. Или, может, на завтра отложу. Здесь магазинчики, аптеки, агентство рекламное. Хотела зайти в парфюмерный магазин, но там закрыто. Леди, мама для мам и малышей. Реально хожу как туристка. Впервые вижу это все. Но обычно как куда-то по делам едешь и заодно в окошко снимаешь. Или если в аптеку надо. А сегодня я приехала снять ярмарку. Продукты. Эван. Магазинчики. Относительно мало машин. $9, что закупаем, 9,200. Я думала, тут закрыто, уже открыли, стену эту убрали. В аптеку тоже сегодня не пойду. Тримай сега, тарелку. Так, тримай сега. Как? Кругом таксисты. Здесь еще есть, друзья, какой-то антикварный магазин. Я там еще не была. Но в следующий раз приеду и посмотрю. Новые автобусы пошли. Я даже не видела такие. Едет наша родимая маршрутка. Где-нибудь тоже где-нибудь на этого блестят.